Доброго воскресного вечера. На канале БСТ время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. Завод «Цемикс» в Абзелиловском районе Республики Башкортостан запущен в работу. Австрийский завод из башкирского сырья. Владимир Путин запустил производство белого цемента, аналогов которого нет в России. Уверен, что выпускаемая здесь продукция будет высоко востребована. Это смарт-план, так называемый. Это умное предприятие, может гордиться и наша страна в целом. Об инвестициях, дольщиках и льготной ипотеке. О чем еще говорили с президентом, знает Азат Садреев. Встречным пламенем. Чтобы огонь оттуда не пришел сюда, не перекинулся через ментол. Горят свыше 2000 гектаров леса в Заурале. Тушат из земли и с воздуха более 1500 человек. Огонь приближается к моей деревне. Требуется дополнительная помощь волонтеров. Из эпицентра огня Эмиль Тимашев. Ужас, ужас, ужас! Таразали! Унесенный ветром 20 миллионов рублей. В Башкирии устраняют последствия урагана, который сносил крыши, выдирал с корнем деревья и обесточил тысячи домов. Руслан Батыргареев по нанесенном ущербе. Едва не остались без Будды и ледяной королевы. Вот трещина. Вот трещина. Вот след удара. В республике для туристов открыли еще одну пещеру, Киндерлинскую, которая около 10 лет была под наблюдением ученых. Теперь они же гадают, как замести в подземелье следы от туристов. Общая протяженность пещеры свыше 10 километров. Впрочем, для туристов доступна лишь малая часть, порядка 300 метров. Дальше проход закрыт. Владимир Путин поручил Радио Хабирова решить проблему обманутых дольщиков. И, будучи именно в Башкирии, глава государства заявил о запуске льготной ипотеки на частные дома. Главное политическое событие недели – визит президента страны в Абзелиловский район республики, где был запущен завод, не имеющий аналогов в России. На австрийские инвестиции группы компании Ласселсбергер было построено предприятие по выпуску белого цемента. Вложение почти 6 миллиардов рублей, экономический выхлоп, замещение импорта в масштабах всей страны. Завод позволит полностью закрыть потребность в белом цементе, который раньше закупался за рубежом. Репортаж Азата Садреева. Завод «Цемикс» в Абзелиловском районе Республики Башкортостан запущен в работу. Пока Запад решает, за что бы еще ввести санкции против России, крупные европейские инвесторы продолжают расширять свое присутствие в регионах. Компания Ласселсбергер сотрудничает с Башкортостаном уже больше 15 лет. Открытие еще одного завода, теперь уже по производству белого цемента, стало знаковым событием для всей страны. После выхода на полную мощность предприятие будет ежегодно выпускать 240 тысяч тонн сухих строительных смесей высокого качества. Этого объема хватит, чтобы закрыть всю потребность на российском рынке. Очень рад был быть сегодня вместе с вами и поздравить с успешной реализацией крупного инвестиционного проекта. Уверен, что выпускаемая здесь продукция будет высоко востребована в отечественном строительном комплексе, который эффективно и динамично развивается. Инвестиции в новые предприятия составили 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Здесь создадут 220 рабочих мест, в том числе и для жителей района. А само производство белого цемента будет вестись сухим методом. Уникальные для России технологии, больше так никто не делает. Это позволит удешевить продукцию на 30% и в 10 раз сократить выбросы. Упор на экологию. Реализованы системы оборотного водоснабжения, высокоэффективные фильтры обеспечат европейские нормы концентрации пыли на выходе. Следить за тем, чтобы технология не нарушалась и не приносила вреда природе, задача не только для специалистов. К этой работе привлекут и местных жителей. Это смарт-план, так называемый. Это умное предприятие. Здесь столько технологических новинок, столько очень серьезных экологических барьеров на пути загрязнения окружающей среды. Поэтому это предприятие, которым можно гордиться. Я думаю, что этим предприятием может гордиться и наша страна в целом, потому что оно второе в России, но первое соответственно, по технологическому совершенству и первое по объему того производства, которое будет выпускать белый цемент. Начало работы завода «Цемикс» будет иметь импортозамещающий эффект. Пока в России объемы производства белого цемента составляют меньше трети от
потребности. Остальное завозят из Турции, Ирана и Египта. Теперь этот дисбаланс будет устранен. Ну а муниципалитет, который преимущественно является сельскохозяйственным, впервые в истории получил столь масштабную точку именно промышленного роста. Еще на этапе строительства инвестору была оказана всесторонняя поддержка со стороны Башкортостана. К площадке подвели газ и электричество, предоставили налоговые льготы. Такой наглядный пример, когда инвестор заходит в республику, ему подбирают, во-первых, площадку, это наиболее близкая к карьеру, это железная дорога, автодорога и меры поддержки. Меры поддержки здесь, они, можно сказать, беспрецедентные, то есть земля без торгов предоставлена как приоритетный инвестиционный проект. Налоговые льготы как на имущество, так и на прибыль будут предоставлены, когда предприятие начнет работать. И по 17.04 постановления правительства Российской Федерации это субсидии на инфраструктуру. То есть они тоже сейчас оформляются, будут выданы. Почему мы выбрали именно это место? Потому что у нас очень позитивный опыт общения с руководством республики. Это постоянная поддержка, постоянное участие. И мы с удовольствием будем расширяться и дальше. И дальше сотрудничать с республикой. Другого иного выхода быть не может. После запуска производства Владимир Путин встретился с коллективом завода. В ходе беседы они смогли задать президенту свои вопросы. Глава государства, в свою очередь, отметил, что инвесторы идут в республику, потому что доверяют Башкортостану. В регионе грамотно реализуется инвестиционная политика. Предприятие замечательное, первое. Второе, надо поблагодарить руководителя республики за то, что он создал хорошие условия, потому что вот я сейчас разговаривал с австрийским партнером, он явно заинтересован и рассказывал, сами об этом знаете, рассказывал о планах, о их 4 этапа. Большая, серьезная программа. Откуда она возникает? Из доверия. Из доверия. Прежде всего, конечно, к тем людям, которые создают условия. В данном случае это руководство республики. Спросили у президента о газификации домов. Если рядом с населенным пунктом проходит газопровод, то до участков магистраль протянут бесплатно. Будут предусмотрены варианты удешевления и для заведения трубы в жилье. Купить частный дом тоже станет проще по льготной ипотеке. Я считаю, что и это нужно сделать. Правительство имеет такое поручение. И можно считать, что решение уже принято, причем по 2 направлениям. Она может быть использована, эта льготная ипотека, и для приобретения жилья, дома индивидуального, и для строительства, правда, при условии заключения соответствующего договора подряда, либо с юридическим, с каким-то лицом, либо с частным предпринимателем. В завершении встречи коллектив попросил сделать с президентом общие фото на память, а эксперты тем временем назвали участие Владимира Путина в открытии австрийского предприятия добрым знаком инвесторам. Россия, в том числе и Башкортостан, готовы сотрудничать с зарубежным бизнесом. Азат Садреев, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Абзелиловский район. Башкортостан намерен довести объем инвестиций до 600 миллиардов рублей в год. Об этом сообщил Ради Хабиров уже на встрече с Владимиром Путиным. Так, сейчас абсолютный объем инвестиций 365 миллиардов рублей. При этом потенциал намного выше. Глава республики также попросил президента страны включить регион в число экспериментальных по созданию карбоновых полигонов. На сегодня есть предприятия и запатентованные технологии по утилизации так называемого углеводородного следа. Я соответствующее поручение тоже формулирую. Это тоже вопрос чрезвычайно важный. И потом у вас до сих пор не решена проблема этих обманутых дольщиков. 100 с лишним домов, по-моему, да? 125 домов. 125. Большая. Какие планы? Мы решали, конечно, своими средствами. То есть компенсационные участки давали, прорабатывали всевозможные экономические схемы. Мы порядка 30 домов таким образом решили. Сейчас самое главное, конечно, это поддержка Дома РФ, поддержка фонда решения проблем дольщиков. Мы здесь заявки все отработали. Есть, мы уже зарезервировали, мы уже порядка 7 миллиардов зарезервировали. Эта работа идет. Поскольку, подчеркиваю, мы неплохо заявки все подали и все отработали с Домом РФ, я полагаю, что к 2024 году мы эту проблему решим.
Ради Хабиров поблагодарил Владимира Путина за содействие в создании Европейского научно-образовательного центра. Таким образом, на науку и образование регион уже получил порядка 900 миллионов рублей. Сейчас идет процедура объединения двух вузов. Глава региона попросил президента оказать поддержку при строительстве студенческого кампуса в Уфе. На данный момент проходит конкурс на получение федерального финансирования. 4 региона уже определены. Не исключено, что пятым в этом списке будет Башкортостан. Какие еще поручения дал Владимир Путин Радио Хабирову и что осталось за кадром? Специальный репортаж о визите главы государства Башкортостан смотрите сегодня сразу после итоговой программы. Полуторагодовалый ребенок погиб в аварии в Туймазинском районе. ДТП произошло сегодня на автодороге Самара-Уфа-Челябинск. Столкнулись Hyundai Creta и КАМАЗ. По данным госавтоинспекции, от полученных травм водитель кроссовера и его полуторагодовалый ребенок скончались на месте. Известно, что семья возвращалась домой в город Октябрьский. Мама малыша и еще 3-летний ребенок с различными травмами госпитализированы. Подробности аварии уточняются. Сегодня ехал на автомобиле КАМАЗ из города Октябрьского в районе село Кандры на встречную полосу, на мою встречную полосу выехала Hyundai Creta. Вследствие чего произошло ДТП. В Башкортостане горят больше 2000 гектаров леса в Заурале. Огнем охвачены сразу 6 районов республики. Продолжают действовать 23 очага лесных пожаров. Итак, по данным регионального МЧС, самые крупные 3 очага в Хайбулинском районе, 14 мелких в Бурзянском, 2 очага в 150 и 250 гектаров в Зилаирском районе. Горит лес и в Зианчуринском районе сразу в 2 местах. Дополнительно 4 пожара возникли сегодня в Ишимбайском, Учелинском и Бурзянском районах республики. Спасатели уверяют, населенные пункты пока вне опасности. Огонь тушат те, кому положено по долгу службы, профессионалы и сами волонтеры. На связь выходит руководитель Центра управления республикой Елена Прочаковская, которая находится в эпицентре лесных пожаров уже 2 сутки. Этот пожар недалеко от деревни Янтышево Хайбулинского района видно прямо с дороги. Как, когда загорелась трава, а потом и деревья, никто не знает. Но огонь распространяется стремительно. С Федоровки фермера едут 7 кострами, у нас 2 емкости и народы работают. Пока справляемся. В одной руке лопата, в другой телефон. Фахира Булатовна Искужина, глава Антинганского сельского совета, четко и спокойно распоряжается, что кому делать. Про то, что рядом с их деревней может случиться пожар, даже не предполагала. Вот в 5 часу жители села Янтышево хотели помочь этому питанием Абишевскому сельсовету. Мы продукты набрали, я поехала с машиной туда. Только хотели возвращаться, и мне позвонили. Вот я приехала, у нас у самих пожар. Местные жители, кто пешком, кто на машинах, примчались буквально сразу, как стало известно об очаге. За спиной ранцы, они по 14 литров, в руках 5-литровки. Верховой пожар такими не потушить. Низовой – самое то. Пожарная машина соседей из Баймакского района сразу вселила уверенность. А что сейчас вы делали? Проливаем тщательно. Чтобы не пошло дальше? Да. На деревню? Да. Большая опасность? Большая, да. Пожарные из Баймака рядом с деревней Янтышево Хайбулинского района оказались не случайно. Сейчас многие районы помогают друг другу, техникой и людьми. В целом ситуация под контролем. Пока справляемся. Если в случае уже будет трудно, то вызовем на подмогу еще автомашину. Какая главная цель сейчас? Главная цель – остановить, потушить пожар и не допустить угрозы населенному пункту. По сводке Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан, пожар недалеко от деревни Янтышево удалось локализовать и потушить менее чем за сутки. Угрозы населенному пункту нет. Елена Прочаковская, Ильшат Казакулов. Итоги недели. Хайбулинский район. Мы еще вернемся к теме лесных пожаров, но чуть позже. Связь на месте нестабильная. Ждем включения нашего корреспондента Эмили Тимашева. 14-летняя школьница, на которую во время урагана в Бешбулякском районе обрушилась крыша торгового центра, сегодня скончалась в больнице. С тяжелыми травмами пострадавшая была госпитализирована в Уфу еще 2 недели назад. Девочки провели сложнейшую операцию на голове. Она находилась под наблюдением специалистов клиники Леонида Рошаля и врачей из Израиля, но спасти ее не удалось. Тем временем на этой неделе на Башкортостан вновь обрушилась стихия. Из-за шквалистого ветра разрушения произошли сразу в 7 районах. В частности, в Аургазинском, Бирском, Дюртюлинском, но больше всех пострадало село Чикмагуш. Там ураган повредил кровли сразу 11 многоквартирных домов. Последствия урагана сейчас устраняют. С подробностями Руслан Батыргареев.
Ужас, ужас, ужас! Каразали! Ясная погода и жара почти в 38 градусов, но ближе к вечеру тучи над Чекмагушем сгустились, пошел сильный дождь. В один момент порывистый ветер и вовсе начал срывать с домов кровлю. Первый раз я такое видела, сильно испугалась. Спрятаться хотела, но окно закрыть не могу. Ветер, окно закрыть не могу. И сильный ветер, и туда крыша поднималась, крыша. Крыша их многоэтажки не пострадала, а вот кровлю двух соседних жилых зданий придется возводить заново. Это те самые два многоквартирных дома, видео с которыми разлетелось в социальных сетях. Многотонные конструкции кровли ураганом поднимала, словно крыши игрушечных построек. Такой силы стихии в Чекмагуше еще не было, говорят местные жители. К восстановительным работам в райцентре приступили сразу же после стихии. Первым делом необходимо было возобновить подачу электричества, ведь ураган серьезно повредил сети электроснабжения. С 7 вечера, можно сказать, все нашли причины и начали все исправлять. Всю ночь вот этим занимались. Уже ночью практически во всех домах был свет, а ранним утром четверга начались основные работы по ликвидации последствий урагана. В первую очередь собрали улетевшие с крыш железо, спилили упавшие от ветра деревья. На подмогу местным коммунальщикам и предприятиям района приехали также спасатели Госкомитета Республики по чрезвычайным ситуациям. Угрожающие факторы устранить, чтобы не упало никому ни на голову, ни что-то, разобрать завалы. Возможно, опять-таки будет какой-то ветер, это будет еще хуже. Тут кровля может до конца сойти. На сегодняшний день все опасные факторы устранены. В райцентре продолжаются работы по восстановлению кровли пострадавших зданий. На сегодняшний день работает организация предприятий района по восстановлению части кровли жилого фонда. Работает управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства. И в целом создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации при администрации муниципального района. Очень хорошо слаженно, быстро работает. Вот сегодня уже нашу крышу уже начали ремонт. 11 многоквартирных жилых зданий, несколько частных домов, а также социальные и торговые объекты пострадали в тот день от урагана. В районе был введен режим чрезвычайной ситуации. На сегодня восстановлены кровли 5 многоквартирных домов. В ближайшие дни завершатся кровли 3 многоквартирных домов. Работы продолжаются без выходных. Работаем с раннего утра до поздней ночи. Разрушая один и обходя другой, как в шахматном порядке, шквалистый ветер выборочно срывал крыши домов. Стихийная партия была недолгой, но печальной. Восстановительные работы на этой неделе продолжались в 7 районах республики. В селе Булгаково ураган снес часть крыши магазина прямо на трассу. В Дюртюлинском районе сильный ветер оставил без света более 400 домов. Общий ущерб от разгула стихии в Башкортостане на этой неделе может приблизиться к 20 миллионам рублей. Руслан Батыргареев, Мунира Махьянова, Азат Петров, Азат Тузбеков и Рим Баянов. Итоги недели. Чекмагушевский район. В Уфе готовится к открытию транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки-Валиди. Движение транспорта по путепроводу запустят 15 августа. Об этом сообщила мэрия Уфы. Сейчас на объекте ведут работу по укладке асфальта. Параллельно после запуска движения будут демонтированы светофоры по проспекту Салавата Юлаева с последующим выходом дорожной организации на устройство этих съездов. На эти работы, возможно, потребуется частичное перекрытие движения по проспекту Салавата Юлаева в ночное время с полуночи и до 5 часов утра. Мы с вами стоим уже на завершенном путепроводе по улице Заки-Валиди, через проспект Салавата Юлаева. Степень готовности самого сооружения практически 100%. Сейчас ведутся завершающие работы по монтажу освещения, по устройству подъездов со стороны города, со стороны монумента Дружбы. Подъезды уже завершены. Завершены работы по устройству барьерного ограждения. Стоимость работ составила около 900 миллионов рублей. Из них на сегодняшний день освоено около половины. В результате реконструкции разгрузится автомобильный трафик и увеличится пропускная способность транспортного узла на 30%. Общая ширина путепровода при этом увеличится с 4 до 6 полос.
Ну а теперь вновь возвращаемся в Хайбулинский район республики, где уже несколько суток в круглосуточном режиме борются с лесными пожарами. Совместными усилиями проводится опашка, прокладывают минерализованные полосы, пускают встречный пал, помогают добровольцы. Очень много людей едут из городов и районов, чтобы бороться с огнем. В соцсетях брошен клич, чтобы одних волонтеров могли сменить другие. На лесном пожаре работает наша съемочная группа с последними новостями. Эмиль Тимашев. Мы находимся на границе Зианчуринского и Хайбулинского района. И сейчас эта сопка один из самых опасных участков. Видите, около 300 метров от нас. Огонь движется прямо в нашу сторону. Мы, конечно же, попробуем поспешить отсюда. И уже внизу будут готовить встречный огонь, чтобы локализовать пламя. Это все больше напоминает боевые действия, когда противник наступает широким фронтом, уничтожая все на своем пути. Кустарники и деревья сгорают в считанные минуты. И в этом случае первостепенная задача — остановить распространение огня. Для этого в лесу запаливают встречное пламя. Но вот встречный огонь запущен. Сейчас пламя будет подниматься наверх, навстречу лесному пожару. Это должно остановить пламя. Поджигают траву сотрудники лесного хозяйства в этих условиях. Это один из самых эффективных способов борьбы с лесным пожаром. Мы встречный огонь пускаем, чтобы огонь оттуда не пришел сюда, не перекинулся через минполосу. А чем поливаем? Бензин. И много так надо пройти? Ну, хотя бы по всей границе лучше будет. Чем больше, тем лучше. Чем дальше по границе. Кстати, эта дорога посреди леса появилась тут совсем недавно. Это не просто проезжая часть для техники, пожарных и волонтеров. Распаханная полоса земли или минерализованная зона также не дает распространиться огню. Таким образом, лесной пожар в этой части района, на территории порядка 180 гектаров, взят в плотное кольцо. Айбулат живет здесь, в Хайбулинском районе. Его деревня примерно в 10 километрах от того места, где удалось остановить пламя. Между тем, он и его односельчане не остались в стороне и отправились волонтерами на борьбу со стихией. Я в Альямске, то есть приехал из-за того, что огонь приближается к моей деревне, и вся деревня приехала, чтобы потушить вот это, чтобы до деревни не дошло. С нашей деревни женщины приезжают, готовят для пожарных, то есть для волонтеров. Вроде и опасно, но вынужденно. В целом ситуация по Хайбулинскому району хоть и сложная, но контролируемая, говорят специалисты. Силы и средства со стороны МЧС задействованы в полном объеме. По группировке МЧС у нас работает порядка 60 человек и 12 единиц техники. От, так скажем, РСЧС у нас работает порядка, это берется техника и администрации, техника Министерства лесного хозяйства, порядка 60 единиц техники, больше 100 человек лишь состава, но и большое количество у нас волонтеров. Вчера порядка 350 волонтеров принимало участие в тушении пожаров. Сегодня также волонтеры подъезжают, также начинают принимать участие в тушении пожаров. Что касается применения авиации, то пока использовать способ тушения с воздуха можно не везде. Дело в том, что из-за сброса большой массы воды есть вероятность распространения огня за счет искр, которые разлетаются на большие расстояния. Впрочем, самолет с водой над Хайбулинским районом все же пролетел, но тушил возгорание в условиях ущелья. Это детский оздоровительный лагерь «Чайка». Не исключено, что во время разгула стихии он тоже мог быть объят пламенем. Ведь даже отсюда невооруженным глазом видно, как пламя остановилось на расстоянии 200 метров от корпуса. И даже земля до сих пор дымится. По счастливому стечению обстоятельств, детей в этот момент не было в лагере. Они выехали в тот же день, когда стало известно, что огонь движется в их сторону. И сразу же за детскими автобусами приехали пожарные машины. Пожар тушили всеми возможными способами. К тушению пожара были привлечены около 100 людей. Из них и волонтеры, и районные администрации, и сотрудники лагеря. Огонь все-таки удалось остановить, как стало известно. Причиной возгорания стала молния, которая попала в дерево, но, к счастью, лагерь удалось отстоять. Волонтеры приезжают практически со всех районов республики. Это несколько сот человек. Здесь людей обеспечили всем необходимым: инструменты, техника, транспорт и пропитание.
Наблюдая за некоторыми неорганизованными группами и неподготовленными достаточно молодыми ребятами, есть, конечно, риск. Поэтому, если волонтеры, конечно, приезжают, надо обязательно связаться со старшим группы, который на месте пожара работает, и получить определенные задачи в установке, так как есть и угроза, риск жизни этим же волонтерам. Сейчас все очаги возгорания в Хайбулинском районе взяты в кольцо, однако ситуация, по словам специалистов, может меняться. Впрочем, все возможные варианты здесь стараются предусмотреть, продолжая создавать минерализированные зоны. Расстояние от фронта огня до этой минерализованной полосы должно обеспечить возможность по полному периметру этого огня проложить именно или пропахать эту минерализованную полосу. Если мы бы начали бы очень близко делать эту полосу, то мы бы не успели по всему периметру сделать, и огонь бы вышел за пределы опашки. Таким образом, с привлечением всех сил и средств МЧС районные власти, сотрудники лесхоза и волонтеры не исключают, что в течение нескольких дней справятся с ситуацией. Эмиль Тимаш, Вадим Исламов. Итоги недели. Ну а теперь от лесного хозяйства к сельскому, где тоже не без потерь. 15 миллиардов рублей вложили аграрии Башкортостана в этом году. Это самый большой транш за последние 20 лет. Но вот сколько соберут урожая, еще большой вопрос. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил вице-премьер правительства, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Итак, как идет уборочная кампания, что в закромах, каким образом регион поддерживает фермеров в непростое время, когда Башкортостан сможет войти в пятерку лучших регионов России по развитию сельского хозяйства. Об этом глава аграрного ведомства рассказал в интервью Екатерине Тимиряевой. Как идет уборочная кампания? Прогнозы были самые такие, риски закладывались большие, да? Оправдался ли он? Ну, каждый сельскохозяйственный сезон для нас это новая история, это новые темы, это новые вызовы. И в этом году, значит, у нас получился повторяющийся десятилетний цикл засухи, к чему мы очень готовились всегда, поэтому, вы, наверное, слышали, мы все время говорим, что мы заготавливаем корма на 1,5 года. Да? Вот эти вот как раз этот момент наступил, мы повторяемся 98 год, 2010 год и 2021 год уже вошел в нашу историю как одни из самых засушливых периодов и одних из самых тяжелейших вызовов, на которые сегодня аграрии отвечают. Поэтому для сравнения, да, если в прошлом году мы получили более 4 миллионов тонн зерна, то в этом году мы получим не более 2. Но могли бы получить максимум 500. Да. Поэтому сегодня аграрий стал другим. Сегодня аграрий является одним из основных потребителей цифровизации и новых технологий. Это нам позволило жесточайший засушливый год в этом году получать урожаи. В этом году мы, надеюсь, что полностью будем иметь, закрыть свои потребности в нашей республике. Да, там, вот наши внутренние потребности будут закрыты по итогам этого сельхозгода, но и какая-то часть останется для продажи внутри России и на экспорт. По каким критериям еще можно оценить ущерб от засухи и какие меры принимаются для того, чтобы снизить вот этот ущерб? Ну, в этом году на сезон 2021 года аграриям было вложено самое большое количество денег за последние 20 лет. То есть 3 года, 18, 19, 20 мы росли достаточно хорошими темпами. Какая сумма, Ильшат Ильдусович? Значит, в этом году на сезон мы откредитовались где-то около 15 миллиардов рублей все вместе. Ну, то есть аграрии, маленькие фермеры, небольшие, средние, там, крупные компании. То есть мы купили огромное количество элитных семян, удобрений, качественных ГСМ, техники немерено, да, там, вот это все вложили, и мы ожидали, что там минимум 5 миллионов будет. То есть аграрий сделал все возможное, что он должен сделать по технологии, что это очень важно. Но, к сожалению, погода решила, что в этом году будет засушливый период. Да. Несмотря на этот засушливый период, мы свои внутренние потребности закроем. Для понимания, в этом году идет в среднем 15-17 центнеров с гектара, но мы ожидали в этом году 25-35. Да. Если бы год повторился 20-й, то бы у нас легко бы получили 5 миллионов. Потому что, значит, все сделано по технологии. В этом, конечно, огромное спасибо нашим аграриям. Продовольственная ситуация в этом году, какой вы ее ожидаете, да? Продовольственная безопасность, точнее, и на следующий год в связи с такими, опять-таки, негативными сценариями, возможными развития событий? Продовольственная безопасность Республики Башкортостан обеспечена на 100%.
Я уверен, что и в этом году, и на следующий год мы производим продукции больше, чем сами потребляем. Да? Поэтому у нас и экспорт развивается, переработка развивается. Поэтому здесь никаких даже сомнений нет, что республика себя не обеспечит. Но еще мы констатируем, что все-таки в личных подсобных хозяйствах скота стало больше, земли стало больше, огородов стало больше. Ну, наверное, наше традиционное, что все-таки мы в огороде тоже работаем. Это тоже нельзя исключать. Ильшат Эддусович, очень много говорится о том, чтобы республика вышла в топ-3, в топ-5 по АПК в России. Что нам мешает туда войти и в какой перспективе мы можем это сделать? За 2020 год мы заняли твердую позицию, 6-е место в Российской Федерации. Значит, это честное наше место. Значит, у нас, еще раз говорю, все оцифровано, поэтому никаких так называемых липовых, значит, цифр нету. Это по факту, потому что все идет уже в электронных базах. Это очень важно, да? Там 6-е место среди всех субъектов. Значит, а мы можем дальше расти. Несмотря, что вот бывает там засушливые годы, нам необходимо создавать, и у нас есть идеи, которыми мы сегодня занимаемся, это создание Урало-Поволжского продовольственного центра, когда мы на себе замыкаем все товаропотоки продуктов питания на нашей территории. Это огромное количество субъектов экономики, крупных компаний, мелких компаний, там, РЦшек, ОРЦшек там, и так далее, логистики. Вот это все объединив на нашей территории, мы можем этот товар замкнуть на себе, то есть сделать хабом. Вот когда мы этот хаб запустим, то есть товаропоток по Поволжью, по Уралу будут проходить через нашу республику, тогда мы спокойно сможем увеличивать производство нашей продукции. Это и готовая продукция, и сырья. Но не владея или не управляя товаропотоками, конечно, расти смысла нету. Как меня учили на MBA, сначала продай, потом произведи. Будем работать. Ну, конечно. Спасибо вам большое, что вы нашли время для интервью на БСТ. В республике для туристов открыли еще одну пещеру Киндерлинскую, которая около 10 лет была под наблюдением ученых. Самая протяженная на Урале, уникальный памятник природы на территории парка Зили. Уже появилось немало желающих исследовать подземные лабиринты, правда, результатом стали поломанные вековые скульптуры из льда. Да и на самой территории парка сотрудники чуть ли не ежедневно фиксируют десятки нарушителей. О том, как сделать пребывание на охраняемой зоне чуточку культурнее, расскажет Артур Шамсудинов. Желающих отдохнуть в природном парке хоть отбавляй. На берегу десятки палаток, а рядом машины. И большинство, как на подбор, без номеров. Владельцы в один голос говорят, буквально только из салона. Даже эта старенькая Нива с прицепом. А вы знали, да, что нельзя? Нет, не знал. Не может быть. А зачем тогда сняли? Не снимали? Не снимали. Но номеров-то это было. Или у вас тоже новая машина, как у вас? Ну да, новая. А вот у руководства природного парка другое мнение. Люди прекрасно знают, что ездить по охраняемой территории на машинах запрещено. За это положен как минимум штраф. А если нарушитель должностное лицо, то проблемы могут быть посерьезнее. Вот и снимают номера. Впрочем, куда больше вред наносится природе. Если есть ласточки, да, вот ласточка на территории, значит там нормальный воздух. Вот нормальный чистый воздух. Если есть в реке Хариус, значит, там вода. То есть хариус, вот чуть-чуть идет загрязнение воды, хариус пропадает. Вот у нас хариус пропал. Сначала пропала форель, еще более такая рыба, которая любит чистую воду. Площадь природного парка Зилим свыше 36 тысяч гектаров, а сотрудников всего 6. Уследить за всеми нарушителями невозможно физически, и от действий недобросовестных туристов страдают многие достопримечательности. Вот и в недавно открывшейся Киндерлинской пещере вандалы умудрились уронить скульптуру ледяной королевы, простоявшей здесь не один век, и чуть ли не поломали местную реликвию – сталагмит, который прозвали Буддой. Вот трещины. Вот трещина, вот след удара чем-то таким этим. Вот сломали. На память, может, брали, не знаю, непонятно. Именно богатство античных образований, красота и величественность залов делают Киндерлинскую пещеру одной из самых впечатляющих на всем Урале. Почти 10 лет она была закрыта для туристов. Долгое время ее изучали и приводили в порядок ученые от следов пребывания отнюдь не пещерных людей. И лишь в этом году доступ к подземелью вновь открыли. Общая протяженность пещеры свыше 10 километров. Впрочем, для туристов доступна лишь малая часть, порядка 300 метров. Дальше проход закрыт. Но для большинства этого вполне достаточно, поскольку приходить сюда нужно хорошо подготовленным. Ведь пока на улице 30-градусная жара, здесь практически зима.
Говорят, что раньше люди использовали пещеру как холодильник. Отсюда так много костей, оставшихся от животных. Колодцы, коридоры и множество залов следуют один за другим в этом царстве вечной темноты. Как говорится, есть на что посмотреть, но и чего остерегаться. Ведь одно неверное движение, и можно угодить, например, в расщелину или провал. Там буквально через, даже нету 100 метров, идет глубокий колодец. То есть там нужно уже готовиться, надо, чтобы человек умел пользоваться снаряжением, то есть просто так туда дальше не пройдешь. Здесь есть пару уникальных мест, таких, например, зал классический, высота которого более 100 метров. Киндерлинская пещера находится в 150 километрах от Уфы. Из них 6 придется идти пешком от деревни Таш-Асты. Добраться можно, сплавляясь по реке, а также во время конного тура. Вход в природный парк стоит 200 рублей. Еще 350 нужно отдать проводникам за допуск и экскурсию по пещере. Привезла гостей с Москвы. Показать из Москвы, да, простите, пожалуйста. Хотелось бы большего, наверное, немножечко с точки зрения качества сервиса. Пусть даже это будет также вверх Каменкой, пешочком, но качество экскурсоводов. Хотелось бы, чтобы таким пещерам тоже уделяли больше внимания. Зелим – самый молодой природный парк на территории республики, созданный 3 года назад. Для того, чтобы сделать его еще более комфортным и притягательным для туристов, необходимы немалые вложения. Пока же он развивается в основном силами сотрудников, перед которыми стоит не менее важная задача – сохранить первобытное очарование этой территории. Артур Шамсудинов, Азамат Мухаммедшин, Мунир Вильданов и Булат Магданов. Итоги недели. Гафурийский район. Сегодня официально завершились 32-е летние Олимпийские игры в Токио, соревнования которых ждали 5 лет из-за пандемии. И сегодня, в последний день игр, уфимка Ксения Макеева стала обладательницей серебряной медали в составе российской команды в женской гандболе. В финале наши девушки уступили сборной Франции со счетом 25-30. В 15 лет талантливую гандболистку заметили тренеры юниорской сборной и пригласили играть за Волгоградский клуб. Но начинал свой путь Макеева в спортзале в Сипайлово по улице Гагарина. И он нас пригласил на эту церемонию награждения и сказал: видите, как хорошо, они же играют, вот у них есть цель, там это, пусть уж она походит. Мы говорим, мы-то не против, самое главное, чтобы она все успевала. Мы жили уже в Сипайлово здесь. Да, мы в Сипайлово, она ходила вот здесь по Гагарина, там, в спортшколу, в общем, ей очень нравилось. Всего от республики в Токио поехали 5 атлетов. 3 из них уже вернулись домой в Уфу. С медалями прилетели башкирские фехтовальщики. Аделина Загидулина стала олимпийской чемпионкой в командной рапире, а Тимур Сафин завоевал серебро в аналогичном виде программы. Алсу Миназова выступала в Токио в соревнованиях по гребному слалому. В полуфинале на каноэ-одиночке она показала 14-е время и не отобралась в решающую стадию. Был близок к попаданию на олимпийский пьедестал Александр Сергеев, выступающий за Башкортостан параллельным зачетом. В заезде байдарки четверки российская команда заняла 4-е место, уступив соперникам 0,1 секунды. Он в составе сборной России, в основном составе, давно уже. Когда на сборах пересекаемся в техническом плане, он работает со мной, в тактическом плане он работает со мной, а скоростные, силовые, все возможности, все способности он нарабатывает в составе сборной команды со своими коллегами. Варвара Баранова не смогла выйти в финал Олимпиады в гребле на байдарке в двойках на дистанции 500 метров. В финальном заезде наш дуэт занял 15-ю строчку. Зато порадовали воспитанницы башкирской школы пятиборья велоспорта. Гульнас Хатунцева стала обладательницей бронзовой награды, а Гульнас Губайдуллина хоть и не вошла в число призеров игр, зато установила олимпийский рекорд в плавании. Итак, впервые в истории начинается 3-летний цикл подготовки к главным спортивным состязаниям планеты. Олимпиада в Париже состоится в 2024 году. Тем временем столица республики уже готовится принять чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров. В эти дни на Уфа-арене идет монтаж площадки для соревнований. Готовится рабочая поверхность под борцовские ковры, устанавливают освещение площадки. А пока расширенный состав юниорской сборной России по греко-римской борьбе приступил к заключительному учебно-тренировочному сбору, по итогам которого и станет понятно, кто выступит на домашнем чемпионате мира. От республики в числе кандидатов братья Амриевы и Саид Хусейн Бакаев. Александр Усманов. Продолжение темы. Перед тренировкой разогревающий массаж. За дело берется сам главный тренер. Массажисту в одиночку почти с полусотней борцовских тел не управиться. А это уже следующий этап. Не передышка на ковре. У Николая Монова на тренировке не забалуешь. Тормоза не включайте, там у этого стоит. Тем более. Побыстрее. Снял шорты, одел трико. 30 секунд. Почему мы 3 минуты одеваем трико?
Последние перед соревнованиями сборы едва ли не самые ответственные. Важно не перегрузить спортсменов, но при этом разбудить в них нереализованные возможности. Поэтому первые 2 дня самые рабочие. Как мы говорим, как продуть трубы, организм работал на полную мощь. Была возможность выдавать, делать хорошие взрывы, проводить хорошие атаки для проведения технических действий. И в то же время почувствовать себя в тонусе. Вот у нас 2 микроцикла, это вот четверг, пятница и понедельник, где будет у нас так называемый борцовский пуш-пуш. Это предварительная тренировка перед контрольными встречами. А вот во вторник утром ребятам уже предстоят контрольные поединки. Вечером объявят имена тех, кто выступит на Уфимском чемпионате мира среди юниоров. Из 50 ребят в сборную попадут только 10. Побороться на домашнем турнире могут и спортсмены, представляющие Башкортостан. Особые надежды возлагали на Адлана Амриева. Но в июне на спартакиаде молодежи в Уфе он получил травму. Сейчас, конечно, восстановился и готов бороться. Пальцы нормально, даже во время травмы пальца я уже тренировался, в смысле, как говорится, не отпускал руки. И поэтому в тонусе держался. И после того, как я на ковер вышел уже полтора месяца назад, где-то вышел на ковер, намного лучше сейчас чувствую. Ковер почувствовать изначально чуть-чуть тяжело было, не чувствовал ковер. Какие-то моменты не мог чувствовать. А так сейчас нормально состояние. Словно элементы мозаики, один монитор соединяется с другим. И вот уже хоккейный борт скрывается за рядом LED-экранов. Во время соревнований здесь будет показана необходимая для зрителей информация, а также реклама. Основные работы сейчас ведутся по 3 направлениям. Монтаж светодиодного борта, построение подиума для соревнований и разводка электричества. И пока все процессы идут строго по графику. Нужно завесить подвесы, фермы, лебедки и застелить брус, половину хотя бы. За один день такой успеете объем работы? Да, я думаю, да. Завтра уже бакель достелим и все, доделки останутся. Еще одна задача – закрепить необходимое световое оборудование. Предусмотренных арен и приборов не хватает. Дело в том, что для телетрансляций хоккейных и борцовских поединков нужно разное освещение. Например, ковры должны быть усилены точечным светом. Для того, чтобы обеспечить световым оборудованием данное мероприятие, необходимо построить и поднять к потолку высоко на лебедках несколько конструкций, называются фермы, установить много светового оборудования. Первенство мира по борьбе в Уфе совсем близко. А пока все внимание приковано к Олимпиаде, где на прошедшей неделе наши борцы завоевали золотые медали в вольном и греко-римском стиле. А уже на следующих играх в Париже мы с большой долей вероятности увидим на ковре тех, кто выигрывал и боролся в Уфе. Я очень благодарен руководству территории, Раде Фаридовичу, за возможность проведения этого чемпионата Международной Федерации, которая приняла в непростых условиях и приняла решение и дали возможность проведения этого чемпионата очень ответственно, потому что я убежден, что это из многолетнего опыта уже следующие Олимпийские игры в большинстве своем будут формироваться из тех спортсменов, которые будут участвовать в башкирском первенстве мира среди молодежи до 21 года. Уже на следующей неделе в Уфе соберутся 1500 борцов-юниоров из 54 стран мира. Первыми на ковер выйдут представители грэпплинга. Нашу республику здесь представят 3 девушки и 2 юношей. Затем нас ждут поединки вольной борьбы, а завершат турнир спортсмены греко-римского стиля. Александр Усманов, Роза Хабибуллина, Юлия Паршина, Ильнур Ямагулов, Азат Петров. Итоги недели. Уфа. Такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Ну а сразу после итогов недели не пропустите специальный репортаж Азата Садриева. Речь пойдет о визите главы государства в Башкортостан. Будет интересно. До встречи в эфире.